حقيرة مقيرة ضميرة ودوق حدوخة مدوخة ذكورة ودوق. Eli хоче махай. Одиночка, аз камел каздукс. Шадзук коза дуцш соудуси анхета жваса соудук душ хоч соудук камел но хата тахан оз хадием дождо кяха. Шо хариш адиш цуна ова каманат митинг вахтч болшнаха дикка хубян хета же ханс шага обратиться девался. Шо мудак до июня, 2 июня, яш митинги с глава республики за прямое задание на Спанченке, я могу ошибиться в фамилии судья, за открытым текстом нагло сфальсифицировать участника мероприятия, штраф жадитер. Судья за Верховный суд Ингушетии отдал судья, царь адита уже штраф уже в силе это царь кяхта же хадалар. Шей процедуры, что Верховный суд кяхта же начал в любом случае с кяхта 100% пашбак долгих уже стой могу доказать вот ситуацию да это ну за процедуре президиуме ахажи Верховного суда ехотсун обжалуют я марка судья марка Верховный суд России дайте еще ждать по закону по законодательству ох с президиуме для хитрка а лично для хитрка понял что я же заявление или от общественной организации или от конкретного лица от штраф тягар совар сон тягай аз да это всех сарах солока ответ бенут ответ из малтихай уже штраф ждаю ахажда так суна шуандик хаб баян хета же тахан митинги вахтача ва хал маляхар бак долги участники митинга цак штраф тухи цака хамди и бакуй васылги организатор шмарка шуандах это я всехны солжа один доржал кяхата шуан адиш дарас адиша шуда хета де ахс Ерды Верховный суд, постановление Верховного суда Республики Ингушетия. Верховный суд Республики Ингушетия. Постановление 26 сентября 2018 года. Город Магас. Председатель Верховного суда Республики Ингушетия Фаргиев И.А. изучил жалобу Ужахова М.М. о пересмотре в порядке надзора постановления Магасского районного суда Республики Ингушетия от 6 июня 2018 года и решение Верховного суда Республики Ингушетия от 12 июня 2018 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 20.2 КоОП Российской Федерации, установил постановлением Магасского районного суда Республики Ингушетия от 6 июня 2018 года Ужахов Малсык Мусаевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренное частью 5 статьи 2 и 2 КоАП Российской Федерации с назначением административного наказания в виде штрафа. Поводом для возбуждения дела об административном правонарушении послужило участие Ужахова М.М. в несанкционированном митинге, который проходил в первой половине дня 2 июня 2018 года в городе Магас на пересечении улиц Кулиева и проспекта Зязикова. В этой связи 6 июня 2018 года старшим ОУП отдела МВД России по городу Магасу майором полиции Мейриевым МБ составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренным частью 5 статьи 2 и 22 КоОП Российской Федерации. Решением Верховного суда Республики Ингушетия от 2 июля 2018 года постановлением Магасского районного суда от 6 июня 2018 года оставлено без изменения, то есть оставлено в силе.
На вышеназванные судебные постановления Ужаховым ММ подано жалобу, которая считает их незаконными и просит отменить производство по делу об административном правонарушении прекратить. Истребовав и изучив дела об административном правонарушении, проверив доводы жалобы, прохожу к следующему выводу. Зяхара, председатель Верховного суда Республики Ингушетия Фаргиева. В соответствии со статьей 24 КоАП Российской Федерации, задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений. При этом статья 26.1 названного кодекса к обстоятельствам, подлежащим обязательному выяснению по делу об административном правонарушении, отнесены виновность лица, совершение правонарушения и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также причины и условия совершения административного правонарушения. В соответствии с частью 5 статьи 22 КоАП Российской Федерации административным правонарушением признается нарушение участниками публичного мероприятия, установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Согласно пункту 33 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 июня 2018 года номер 28 о некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении административных дел и дел об административных правонарушениях, связанных с применением законодательства о публичных мероприятиях, участникам публичного мероприятия для целей статьи 22 КоАП Российской Федерации является гражданин, в том числе член политической партии, член или участник другого общественного религиозного объединения, добровольно участвующий в таком мероприятии и реализующий права, предусмотренные частью 2 статьей 6 Закона о публичных мероприятиях. Например, участвующий в обсуждении и принятии решений, использующий различные символику и иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения. Нарушение участника мирного публичного мероприятия установленного порядка проведения публичных мероприятий, влекущих административную ответственность по части 5 статьи 22 КоАП Российской Федерации, может иметь место только в случае невыполнения, в скобках нарушения участниками публичного мероприятия, обязанностей, запретов, установленных частями 3 и 4 статьи 6 Закона о публичных мероприятиях. К числу таких обязанностей относится, в частности, необходимость выполнения всех законных требований сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и сотрудников войск Национальной гвардии Российской Федерации. В силу пункта 1 статьи 2 Федерального закона номер 54 ФЗ под публичным мероприятием понимается открытая, мирная, доступная каждому проводимая форма собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, либо различных сочетаний этих форм акции, осуществляемые по инициативе граждан Российской Федерации, политических партий и других общественных объединений и религиозных объединений, в том числе с использованием транспортных средств. Целью публичного мероприятия является свободное выражение и формирование мнений, а также выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной, культурной жизни страны и вопросы внешней политики. Проведение публичного мероприятия должно основываться на принципах законности, выражающихся в соблюдении положений Конституции Российской Федерации, данного закона, иных законодательных актов Российской Федерации и добровольности участия в публичном мероприятии. Статья 3 Федерального закона номер 54 ФЗ. Правовой статус публичного мероприятия закрепляется статьей 6 Федерального закона номер 54 ФЗ. В соответствии с частями 3 и 4 статьи 6 Федерального закона номер 54 ФЗ во время проведения публичного мероприятия его участников обязаны
выполнять все законные требования организатору публичного мероприятия. Вы вышел как организатор, вы мастержазада, а я его же аргкомитеты, шансы, аргкомитеты, я говорю, беспрекословно выполнять эти. Выполнять, еще раз подчеркиваю, все законные требования организатора публичного мероприятия, уполномоченных им лиц, уполномоченных представителей органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления и сотрудников органов внутренних дел. Соблюдать общественный порядок и регламент проведения публичного мероприятия. Соблюдать требования по обеспечению транспортной безопасности и безопасности дорожного движения, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, если публичные мероприятия проводятся с использованием транспортных средств. Участники публичных мероприятий не вправе, еще раз, не вправе, мы не можем, не имеем права делать следующее: скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, средства маскировки, иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности. Иметь при себе оружие, боеприпасы, колющие или режущие предметы, другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия. Взрывные устройства, взрывчатые, ядовитые, отравляющие, едко пахнущие, легковоспламеняющие вещества, огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия, которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов, горючие материалы и вещества, иные вещества, использование которых может привести к задымлению, воспламенению, иметь при себе и распивать алкогольную, содержащую продукцию, пиво и другие напитки, изготовляемые на его основании. Находиться в месте проведения публичного мероприятия в состоянии опьянения. Как усматривается из материалов дела, действия Ужахова Малсуга Мусаевича, квалифицированные судом по части 5 статьи 22 КоОП, ограничивались физическим присутствием на митинге, проводившемся в городе Магасе, и не были сопряжены с нарушением общественного порядка. Не представляли угрозы посягательства на охраняемые законом интересы общества и государства. Еще раз подчеркиваю. Не представляли угрозы посягательства на охраняемые законом интересы общества и государства. Участники сегодняшнего митинга, к ним тоже могут быть отнесены точно так же эти слова. Они не представляют угрозы посягательства на охраняемые законом интересы общества и государства. Опрошенный Ужахов пояснил, что 2 июня 2018 года принимал участие в митинге, считая правоверным его проведение и не допускал противоправных действий. Приобщенном к материалам дела рапорте капитана милиции Муталиева М.Р. содержатся сведения о том, что в ходе несанкционированного митинга нарушение общественного порядка и безопасности не допущено. Собравшиеся граждане каких-либо помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движения переходов, транспортных средств не создавали. При таких обстоятельствах следует признать, что суд, формулируя вывод о виновности Ужахова в совершении административного правонарушения, свое решение не мотивировал, не провел убедительных доводов и не указал, какие конкретно действия, охватывающие диспозицию части 5 статьи 22 КоОП, совершил Ужахов М.М. Материал дела не предоставлен доказательства, что Ужаховым были допущены нарушения требований частей 3 и 4 статьи Федерального закона номер 54. Факт вмененного административного правонарушения Ужаховым отрицался. Утверждение того, что сотрудники полиции или иные должностные лица органов местного самоуправления предъявляли Ужахову какие-либо требования, которые были проигнорированы в последнем материалах дела, отсутствует. Таким образом, выводы судов о том, что в совершении Ужаховым М.М. деяния имеется состав административного правонарушения, предусмотренный в части 5 статьи 22 КоОП Российской Федерации, являются необоснованными. В соответствии с частями 1 и 4 статьи 1 и 5 КоОП Российской Федерации, лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.
Неустранимые сомнения виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица. Согласно пункту 4 части 2 статьи 30.17 КОАП Российской Федерации, по результатам рассмотрения в порядке надзора жалобы на вступившую в законную силу постановление по делу об административном правонарушении, решение по результатам рассмотрение жалоб при наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьей 2.9, 24.5 настоящего кодекса, а также при недоказанности обстоятельств, на основании которых были вынесены указанные постановления и решения, выносится решение об отмене постановления по делу об административном правонарушении. Решение по результатам рассмотрения жалобы о прекращении производства по делу. Постановление Магаданского районного суда от 6 июня 2018 года и решение Верховного суда Республики Ингушетия от 12 июня 2018 года, вынесенные в отношении Ужахова Малзыка Мусаевича по делу об административном правонарушении, предусмотренной части 5 статьи 22 КОАП Российской Федерации, не отвечает правовым критериям законности, обоснованности и подлежат отмене. Производство по настоящему делу об административном правонарушении подлежит прекращению за отсутствием действия Ужахова составу административного правонарушения. На основании изложенного, руководствуясь статьями 30.18 КОАП Российской Федерации, постановил председатель Верховного суда Республики Ингушетия, постановление Магаданского районного суда Республики Ингушетия от 6 июня 2018 года и решение Верховного суда Республики Ингушетия от 12 июня 2018 года по делу об административном правонарушении, предусмотренным частью 5 статьей 22 КОАП Российской Федерации, в отношении Ужахова Малзыка Мусаевича отменить и производство прекратить на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КОАП Российской Федерации за отсутствием действий Ужахова ММ составу административного правонарушения. Жалобу Ужахова ММ удовлетворить. Председатель Верховного суда Республики Ингушетия Паргиев. И документах здесь еще мегадождар, и хунтождар, хотя штраф ждок фнаха, и тайсан, и тай разда дешега. По прямому указу Юркуру, и тай штраф уже издержан шелга. Нах акирбет сахботян, арсебалитян. Заранее схашбалги, заранее якише уже еще раз хожа, и та штраф уже житаш. Уж незаконно его чары, решение суда принимать теж багажу, уж незаконно его хожа отъят же. Дик Бог бы дал фаста бы тахну и право решение хая. Ну тахна хажал, а зачитать дершан. Цемитинг лахташ сагадала хакала сагу алхамдац. И если он не нарушает, подчеркиваю, установленные правила, которые необходимо соблюдать при проведении митинга. Своя дян шуда, ман муволях, ярздахаж муволях. Организаторы митинга хайянер хадиях, схадежвицы из административной статьи. И когда арбакадаху адул гуна лаш хозмади, адул яхар, МВД яхар. Национальной гвардии яхар, какие представители власти, хади яхар, транспортные, нет какие должны, метрики ждаму кулях, сгазигиз, телевидение ёшмешки, передвинутые аншуды, скандал яха, жил берки гербы, что ему слухам, дохкаш яхаш, камелаш дицеруа, дохкац, някаш алла тишахц, законно давай халдиш давай малдуахам, хамалдиш дуахам законно да, далее амбели чакы дуахад. Сфиягрي أنشودها ويجي أدو تخرج جنا ياخذ حمد أصبغ بدي شاشودها نو هالصار سياخي установлены правила яхожу хам четко лили есть вайгат хакка хама адуачжи хакка кван митинг яншудها нахда хатих бебуачж штраф жетти гуачжи ул қалдезвай қыца хамад звайдуцж до камел язык улия же ярым тағанда яншудها азда власть оскорблять же лучше до камел цаза дам дуал издячудها цигичи еще статья соучыгыр даже соудуцы даже оскорблять даже камел мудуц ваш харслар да яншудها но
Леппекамялыца ураг народовыца яғыш. Хамсон сайны помой информации о санаха тхадас мастары. Ох, юх яс конституция юх яр хауы аз алара деловоз будет бағдағаш бұл. Сәй қатыс қейті. Үзі әндесірі бағадыр ашығы яқ қейті. Лишіндер мұдыз. Так, ефе яғылды әншіғды яқы саған еще раз. Вы так много что пар. Сукхата шоуда, социация молодежи, бахкачара, малахчара, организаторы митинги, оргкомитеты, яхар хадежа. Работ вой бог. Из нарушения всей этой живой законно вой бог дал школе. Вой план да хак аста, вой уже требует хайза да янда шоуда. Вой ца я аду бог бедежи, вой хад ежи, вой штраф ежи, вой чедех ежи. Другое дело, организаторы митинга ответственности согласованные в Ашхае школе. Из объявляют ответственность, хоуж цена твоя яхьежу ответственность, яхьезелги хоуж, но хаюда жлахтан дя, шихана хацадя шелдя, улук подвасик хоуж хан шелдя, соответствии законом 10-15 дней марки рассматриваются уведомления согласованные. Царь никогда в жизни согласовать не даст скрытия. Нарушить, яш нарушение, я был бахадян шелдя. Тхой божба, бях таклар хады, алты хадыр я, хамышек дождас, тхой кымбаханцы, үзде тхадин удеси малаш волха ардян. Барка халша, дявра свайшална.